5 декабря в Уфе состоялось благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню инвалида. На празднике присутствовали особенные люди с добрым сердцем. Среди них и люди с синдромом Дауна. Они не только люди с повышенными потребностями, которые нуждаются в защите, но и в первую очередь творческие и талантливые личности. Солнечная девочка Саша – особенный ребенок. Сегодня она пришла на праздник вместе со своей любимой бабушкой. Вместе с ней девочка ознакомилась с творчеством других особенных людей. Мне только понравился спорт. Я очень сильно люблю их. Только нравится своими руками чем-то делаться. Я ходила, моделку ходила, на подиум ходила не первый раз. Я все знаю. У меня было 2 короны. Хрустальную корону получила в Уфе, а вторую хрустальную корону получила в Сочи. Институт семьи и детства БКУПУ имени Мифтахиддина Акмуллы представил интерактивные площадки для образовательных и оздоровительных услуг. Творческие мастерские и спортивные площадки сделали праздник ярким и незабываемым. На ближайшее время у нас идет социально-психологическое, правовое сопровождение семей, именно имеющих детей-инвалидов. У нас именно на детей не направлено, а именно семьи остаются в неведении, родители, большинство. Какие права им полагаются, что они могут, какую социально-психологическую помощь получить. Вот этим мы занимаемся. Плюс как дополнительное приятное приложение в организуемые мероприятия, в походы в цирк, в театр. На сегодняшний момент государство осуществляет профессиональное обучение детей, имеющих различные виды патологии, а именно обучение как в высшей образовательной организации, так и в среднепрофессиональных образовательных организациях. В нашем университете учатся около 50 студентов, имеющих инвалидность по разной нозологии. Это дети с нарушением зрения, это дети с нарушением слуха и небольшое количество детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Мы курируем их процесс образования, то создаем специальные условия для обучения и воспитания в нашей образовательной организации. Родители смогли проконсультироваться с ведущими специалистами по речевому развитию ребенка. Экспресс-диагностика позволила получить больше информации для дальнейшей работы с детьми. Так как нам диагноз недавно только установили, в принципе, любая помощь строит консультативная, психологическая помощь, может быть, юридическая консультация какая-то, педагогическая, потому что еще нет опыта, как работать с такими детьми, вообще как общаться, как это все переваривать, как с этим жить. То есть им как детям нужна помощь, так и мамам нужна помощь вот в таком плане. Помощь хотим в занятии с логопедом, физические нагрузки, может быть, какие-то курортно-санаторные помощь. Все понравилось. Есть и лепка, есть и занятия с фигурками для детей, и развлекательная программа есть сегодня.